кумадир, дай-ка мне такой план совпомнение, такой план совпомнение, точь-мочь, кумадир, вспомнение, вишке кума, кумадир, вспомнение. Здравствуйте, дорогие ребята! Приветствую тебя, Куйгараш! Шумрат Ада Ялгат, Шумрат Кристина. Как я рад снова с вами встретиться. Интересно, о чем мы сегодня будем говорить? Чтобы узнать тему нашего занятия, я загадаю вам загадку, а ты, Куйгараш, вместе с ребятами попробуйте отгадать, какой теме будет посвящен этот урок. Там есть сцена и кулисы, и актеры, и актрисы, есть афиша и антракт, декорации, аншлаг и, конечно же, премьера. Догадались уж, наверное? Друзья, как вы успели уже догадаться, этот удивительный дом, где показывают спектакли, сказки, где танцуют и поют, рассказывают стихи, называется театром. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – Сембемастерен театраньши – Всемирный день театра. Слово «театр» имеет греческое происхождение и означает место, где происходит зрелище. Театральное искусство возникло очень давно, более 2500 лет тому назад. И 27 марта в Древней Греции проходили великие Дионисии праздники в честь бога виноделия Дионисия. Они сопровождали шествиями и весельем, было много ряженых. Представления шли иной раз по несколько дней, а с 1961 года этот день, 27 марта, стали отмечать во всем мире как Международный день театра. Эмоции, которые испытывает зритель при просмотре спектаклей, очень разные. Это и радость, и грусть, и печаль, и смех, и даже страх. Назовем их по-макшански. Пиедема – смех, кенердема – радость, рисв – печаль, грусть, пелема – страх. Ребята, а знаете ли вы, какие театры есть у нас в Мордовии? Одним из театров, которым славится наша республика и в котором ставятся спектакли по произведениям национальных писателей, является Мордовский национальный драматический театр. Мокше-Эрзянь национальный драматический театр. Сегодня этот театр предлагает своему зрителю и взрослым, и детям очень широкий репертуар. На сцене Мордовского национального драматического театра представляются спектакли по пьесам многих мордовских писателей и драматургов. Кузьмы Григорьевича Абрамова, Ксении Семеновны Петровой, Григория Яковлевича Меркушкина, Александра Ивановича Пудина, Валентины Ивановны Мишаниной и многих других. Нет лучшего способа провести культурно свой досуг, чем посетить театр, окунуться в особую атмосферу, созданную актерами на сцене. Ребята, назовем с вами вместе на макшанском языке, какие действия выполняют актеры в процессе игры. Авардимс – плакать, кштимс – плясать, танцевать, корхтамс – говорить, морамс – петь, налхкамс – играть, педемс – смеяться и седемс – играть на музыкальном инструменте. Молодцы, ребята! А сейчас я вам расскажу, какие сочетания слов можно использовать в своем сообщении о походе в театр и просмотре интересного спектакля на макшанском языке. Актерань пара навкама. Хорошая игра актеров. Пара мягкий арсимат. Хорошие мысли. Кельгамс мяльстумс. Понравится. Пара ёжа Марьяма. Хорошее настроение. Пара мяльса. С удовольствием. Театры бывают различного назначения. В драматическом театре показывают спектакли веселые и грустные. В балетных постановках театры оперы и балета танцоры и балерины под музыку рассказывают историю при помощи красивых танцевальных движений. В опере актеры не разговаривают, обо всем поют. В театре же юного зрителя проходят постановки для детей. Ребята,
Попробуем назвать виды театров на макшанском языке. Повторяйте за мной. Драматический театр, драматический театр. Оперен и балетен театра, театр оперы и балета. Иден театра, театр юного зрителя. Ребята, как быстро пролетело время. Вот и наше чудесное занятие подошло к концу. В завершении нашего занятия мы хотим поздравить на макшанском языке всех тех, кто причастен к удивительному искусству – театру, в котором сочетаются и вымысел, и реальность. Сембе мастерын театрань шимашта, кельгама ялгат. Кадыктень эрявсынт и тевсынт, найпалы тяжте, Иван ихнень эзда кельгама. С Всемирным днем театра вас, дорогие друзья! Пусть в вашей жизни и работе горит творческая звезда и любовь зрителей. Вася Демазанг. Няямазын кельгама ялгат. Кума дерен бисенза, точ мочка мадерен бисенза, вишке кума дерен бисенза.